Рожать своим ходом сегодня в Беларуси естественные роды, это надо заплатить, идти на роды платные в кассу, надо забашлять заведующим отделением в лапу, и тогда есть шанс, что тебе дадут нормально, а шанс тоже маленький. Почему? Потому что, например, в Израиле родовспоможение работает в графике реанимации, круглосуточно, там жизнь 24 часа в сутки. В Беларуси это как зубоврачебный кабинет. Всех женщинок надо разрешить в рабочее время. Ночью едва есть дежурный врач, который спит, или вообще нет. Женщинам делают ускорение родов насильственное. Поголовная кесаризация массовая, так? Непонятно вообще, что называют нормальными родами и ненормальными. Непонятно это вообще. Поголовная разрезка поверхности 40% кесарево. То есть идет фактически демоцид. Важно отметить, что это происходит по инструкциям глобальных фондов по сокращению населения, по инструкциям ВОЗ, по инструкциям ЮНФПА и чудесно интерферирует с жаждой нажива. Теперь, что важно знать? Значит, вообще медобслуживание, на мой взгляд, в Беларуси, когда я сравниваю с Израилем, очень хорошее. Само медобслуживание в республике прекрасно. Да, а родовспоможение на пещерном уровне в Израиле аккурат наоборот. Почему? Потому что там нужно было когда-то много пушечного мяса. В конце 50-х годов был там такой Бен-Гурион, был мужик, кшталт Сталина. Значит, он сказал, что женщина может рожать в любом роддоме, независимо от прописки, и любое ЛПУ, которое докладывает новый номер личности, получает деньги сразу на счет.